Казахстанские вузы поднимают оплату за обучение. Общественники заявляют, что стоимость может вырасти на 20%. Это означает, что тем, кому не повезло получить грант, за диплом придется заплатить несколько миллионов тенге. Примерно 900 тысяч, немного не хватает до миллиона. В основном все подняли на 15-20% по сравнению с прошлым годом. Это сообщили родители абитуриентов. И общественница Гульбану Абинова. Родители выпускников школ недоумевают, откуда берутся такие цифры. При инфляции около 6%, цена на обучение в университетах Казахстана, по ее словам, выросла на 20%. В среднем, стоимость обучения в высших учебных заведениях Казахстана, например, по направлению экономика, сегодня составляет около 700 тысяч тенге в год. Средняя цена диплома бакалавра гуманитарных знаний по направлению переводческое дело больше полумиллиона тенге. И почти 1 миллион ежегодно придется выплачивать студентам, обучающимся по направлению общая медицина. К вопросам ценообразования университеты подходят по-разному. Одни ежегодно повышают цены на 10-15%, другие на протяжении последних лет стабильно удерживают цены. Наши университеты не меняют свои форматы, не меняют методы обучения, все устарело, специальности не востребованы. Время меняется, все меняется, а они все в том же формате сидят со своими программами. Соответственно, получив там диплом, студент не является востребованным специалистом. И поэтому, все чаще за знаниями казахстанские абитуриенты отправляются за рубеж. Стоимость обучения там нередко ниже, чем в отечественных вузах, и доверие к иностранным университетам явно больше. Сколько учеников из Казахстана обучаются за рубежом в Министерстве образования и науки не знают. Зато общественники апеллируют негласной статистикой: 30-40% наших соотечественников, молодые дипломированные специалисты, предпочитают не возвращаться в Казахстан. Асхат Аймагамбетов, министр образования и науки Республики Казахстан, в прошлом году действовала норма, согласно которой стоимость обучения на платной основе не могла быть выше или ниже стоимости гранта. Сейчас, в связи с изменениями в законодательстве, такой нормы нет. Все вузы сами определяют стоимость платного обучения. Учитывая социальную составляющую, мы сейчас как раз этим вопросом занимаемся. Например, 5000 образовательных грантов в этом году направят для детей из малообеспеченных семей. Чтобы получить возможность учиться в вузе, абитуриентам нужно иметь пороговый балл ЕНТ. Сначала они будут участвовать в республиканском конкурсе грантов, а если их фамилия не окажется в списке, решение будет принимать комиссия при акимате. Дата приема заявлений с 5 по 10 августа. Всем обладателям положена стипендия почти 21 тысяча тенге и компенсация за проезд 2 раза в год. В Министерстве образования и науки, в связи с социальной значимостью вопроса, обещали в скором времени озвучить стоимость обучения в государственных университетах, но повлиять на частные высшие учебные заведения ведомство не в силах. В этом году национальное тестирование прошли 117 тысяч человек. Абитуриентам еще предстоит побороться за образовательные гранты или уже начать копить деньги на заветный диплом, и надеяться, что цены не выйдут за рамки разумного.